Добрый день, уважаемые участники совещания. Меня слышно, да? Слышно. Ага. Я хотела бы разрешите мне сегодня познакомить вас с нашим опытом совместной работы с детской школой искусств номер 1. Итак, в 2014 году наша школа в составе, можно сказать, одними из первых в республике учебных заведений начала работу по апробации проекта. За основу был взят обычный класс, как, в принципе, и у всех. Да, слайды не листаются. Я прошу прощения, надо вот вернуть вид, видимо, презентации, не открывать его как целиком, да, на весь экран. Все пошло. И одним из основных видов деятельности по проекту коллективное музицирование является, а также индивидуальное занятие по игре на классических музыкальных инструментах. Это было, так скажем, приоритетом, да? Отсутствуют педагоги, которые владеют методикой преподавания игры на музыкальных инструментах. Возникла идея о сотрудничестве в этом вопросе с коллегами из детской школы искусств города Якутска. Ну и, собственно, встретившись с коллегами, это Елена Николаевна Чемпалова, Ольга Николаевна Дядина и Наталья Александровна Васьковская, мы сразу нашли общий язык и были рады начать сотрудничество в рамках проекта. И включились в непростую, интересную экспериментальную работу. Позже к работе с оркестром подключился Погадаев Михаил Александрович. Было заключено сотрудничество между школой 26 и детской школой искусств номер 1. Сейчас в работу с оркестром включилась молодой и творческий педагог Корнилова Зоя Семеновна. Таким образом, дети с первых дней работы по проекту занимаются индивидуально на отдельных музыкальных инструментах. Это домра, аккордеон, синтезатор, мелодика, ударные инструменты детского оркестра. Также посещают коллективные занятия по оркестру. В настоящее время в проекте задействованы вот уже 8-й год, так скажем, да, коллектив 8 класса, а также участвует коллектив 4 класса. За прошедшее время ребята зарекомендовали себя как вокальные коллективы и как оркестр народных инструментов. Коллектив оркестра народных инструментов школы под чутким наставничеством педагогов-профессионалов успешно выступали и выступают, собственно, и занимают призовые места на разных мероприятиях и площадках города. Можно тут некоторые, да, вот перечислить, да, это, во-первых, все абсолютно, так скажем, все смотры по проекту, где участвовали наши ребята. Также, вот вы видите, республиканский конкурс юных исполнителей «Новые имена». Конечно, мы участвовали в мероприятиях. Это международный конгресс «Музыка для всех», международный мастер-класс, где дети участвовали в летнем лагере «Сосновый бор» и занимались с педагогами приглашенными. Также выступали на концерте. Также диплом первой степени в 3-м республиканских юных исполнителей национальной музыки, «Чарующие звуки Якутии». Также следует отметить, что ребята из коллектива оркестра по результатам этой работы прошли в отборочный тур на международный открытый конкурс молодых исполнителей «Розовая чайка», который, собственно, проходил 2 года назад. Были отмечены международным жюри за успешное участие. И в рамках конгресса также был показан фильм документальный о работе проекта, в котором был запечатлен опыт работ, в том числе и участников оркестра и педагогов. С 2016 по 2019 года прошли выступления на школьных мероприятиях, тематических концертах и других площадках города. Их очень много. Тут просто можно перечислить и «Славянский базар», и благотворительные концерты, где дети участвовали в поддержку детей с заболеваниями.
торжественные мероприятия, интеллекта, рожденной музыкой, участие в сводном оркестре коллективов на заключительном концерте международного конкурса «Розовая чайка». Также являются лауреатом первой степени в первом открытом межнациональном республиканском фестивале «Наследники Великой Победы». Ну и как результат этой работы следует отметить, что на подведение итогов пятилетия проекта школа была названа лучшей школой пятилетия, а по итогам семилетия проекта «Музыка для всех» оркестр был назван лучшим оркестровым коллективом. Ну и если мы говорим, что сейчас, в принципе, большое внимание уделяется развитию функциональной грамотности в образовании, то следует отметить, что как раз-таки занимаясь в этом проекте, мы как раз-таки развиваем музыкальную грамотность детей. И вот здесь как раз-таки дети получили, так скажем, такие результаты. Это большой опыт публичных выступлений. Многие научились искусству самопрезентации. Вообще повысился общая культура детей. Улучшились результаты по предметам, не связанным с музыкой. Это по результатам, так скажем, общения с классными руководителями. Ну и в целом снизилась заболеваемость простудными заболеваниями, потому что дети также участвуют и в вокальной работе и так далее. И следует отметить, что, конечно, в завершении уже своего выступления, что во время работы, конечно, было много сложностей, мы знаем. Прежде всего, связаны они с тем, что это экспериментальная работа, и до этого никто в школе этим не занимался, и много проблем было также и при дистанционном обучении. Вы понимаете, что дистанционно занятия в оркестре требуют именно особых таких, скажем, занятий. А вообще игра в оркестре – это, конечно, сыгранность, слаженность, и при совместном исполнении, конечно, в режиме занятий онлайн очень сложно добиться именно этих моментов. Но наши педагоги делали все возможное, чтобы занятия продолжались, то есть, в принципе, они не прекращались. И следует отметить также, что... подводя такие промежуточные итоги, что все-таки начав сотрудничать именно с педагогами-профессионалами, это был правильный шаг именно с профессионалами детской школы искусств. Задачи именно по обучению детей игре на музыкальных инструментах, а также совместном творчестве детей именно в оркестре были достигнуты. То есть, в принципе, основной такой посыл был именно научить детей играть на каких-либо музыкальных инструментах. Впереди, конечно, планы, дальнейшие планы, в общем, не заканчивать это все, так скажем, 22-м годом, а развиваться дальше. У меня вкратце все. Спасибо за внимание. Если, может быть, какие-то вопросы. Большое спасибо, Оксана Ивановна. Оксана Ивановна, есть вопросы, коллеги? Большое спасибо, Оксана Ивановна. И хотела спросить, как у вас это началось? Это чья идея была изначально, чтобы создать, работать совместно музыкальной школой именно и создать оркестр такой? Идея возникла у меня, поскольку я не владею, так скажем, методикой преподавания, и решила просто обратиться к специалистам, и, в общем, они очень радостно откликнулись и просто пошли навстречу, так скажем, сразу. Большое спасибо. Это еще один большой пример такой для всех нас, коллег, что желание одного человека может превратиться в такой прекрасный коллектив, который имеет такие большие результаты. И, конечно, для нас, Оксана Ивановна, это большой пример. Большое спасибо. Спасибо.